Многие думают, что Манас — это миф или красивая легенда. И главный вопрос — а был ли Манас на самом деле? Есть факты, которые выглядят слишком точными. 1938 год. Таласская долина. Манас-Ордо. Археолог Александр Бернштам ведет раскопки под мавзолеем, построенным в 1334 году. Сначала находят захоронение женщины, и надпись на мавзолее говорит «Дочь эмира Абука». Казалось бы, история закрыта, но археологи копают глубже. Примерно на 3 метрах находят катакомбу. Мужской скелет ростом около 2–2,5 метров. Для XII века, где средний рост был около 160–165 сантиметров, это редкость, чаще среди военной элиты. Рядом элементы конской упряжи, но нет привычных знаков богатого воина, ни доспехов, ни оружия. Захоронение будто специально скрывали. И тут вспоминается эпос. Каныкей прячет могилу Манаса от врагов. Совпадение? Дальше география. В эпосе упоминаются десятки конкретных мест. Талас как ставка, маршруты через Алато, путь к Фергане, город Бурана. Эти названия повторяются в десятках версий. И теперь важное — Алмамбет. В эпосе он воин и стратег, пришедший из Бейджина. Часто это связывают с Баласагуном. И исторически это выглядит логично. В XII веке военачальники реально переходили между разными силами региона — киданями, карлуками, кыргызами. Китайская хроника Ляо Ши пишет, что в 1134 году кыргызы и карлуки в районе Таласа были связаны с каракитаями. Имена лидеров там не названы, история молчит, а эпос как будто заполняет пробелы живыми персонажами, вроде Алмамбета. Плюс археология. Находки в районе Бураны и соседних памятников дают керамику и конскую амуницию, типичную для той эпохи. И даже этнонимы в эпосе звучат по времени — кидани, карлуки, калмак, айраты. Совпадений слишком много, чтобы просто отмахнуться.